دوستان گرامی، مهمانخانه رومی شهر دوشنبه است و فدراسیون فوتبال تاجیکستان همه نشست‌های مطبوعاتی دسته منتخب را در اینجا می‌گذراند. امروز ما اومدیم که باز یک دسته منتخب را قبول کنیم. این دسته تیمور شرقی است و در بازی‌های جام آسیا 2027 در بازی‌های انتخابی در گروه تاجیکستان با هم است. مربیان چی میگویند؟ حالا ما اینجا وارد میشیم، اما بعدی آن که دسته منتخب تاجیکستان با حساب 5-0 در بازی خانگیش از بلاروس مغلوب شد، کمی هم باشد دل شکسته ایم. Дело ваши ожидания от предстоящего матча. Ну, прежде чем приступить к предстоящему матчу, анализ последнего матча с Беларусью. Салам алейкум. Рад вас видеть здесь. Прежде всего, перед нашими болельщиками от своей команды, от футболистов, от тренерского штаба, от всех приносим извинения за прошлые игры. Испортили тот день и испортили праздник болельщикам. Но бывает так в футболе, и тем более, что это была товарищеская игра. У нас завтра уже открытие по отбору азиатских игр. И наша цель – готовиться к этим отборочным играм. То, что касается готовности команды, в это время у нас 23 футболиста в команде, и все здоровы, все тренировались. Было маленький чуть-чуть такой микротравмы, но на завтра все будут готовы. Харвиз. И что касается последней игры, хочу тоже извиниться перед нашими болельщиками от имени ребят. Что, я думаю, это такой результат. Будем сделать выводы, и чтобы не допустить больше такие ошибки. Я предстоящий матч. Нет. А в предстоящем матче готовимся нормально и уже сделали выводы, и жизнь продолжается, и готовимся серьезно. Марамада Каримун Саудуша, если есть вопросы, пожалуйста. Честно говоря, вот сборная Беларуси, у вас какая была цель, что было непонятно? Вот, что мы вот, какие цели перед собой ставили, чтобы здесь посмотреть и это использовать в дальнейшем? Потому что вы на предматче пресс-конференции сказали, что нам обязательно важна игра с командой европейского уровня, так как у нас одни из наших соперников, его основные игроки также играют в Европе. Да. В первую очередь, большая вина моя, потому что я не подготовил футболистов на 90 минут. Как мы смотрели против белорусов, наш соперник, который хороший соперник, приехали сыграть с нами. Мы сыграли, так сказать, наш футбол 60 минут. 60 минут на этом уровне не хватает. И это большая вина моя, что на 90 минут я не смог концентрировать команду. Наша цель играть против Беларуси была, что для нас важнее выйти из группы. Потому что у нас ожидают такие игры. Минимум 2 игры будет против Филиппинов, которые такого стиля футболисты у них, европейского стиля. И чтобы это, так сказать, очень горький, чтобы опыт набрали, это был очень горький
проигрыш, но хороший урок, чтобы в официальных играх не случилось это. Мы запросто могли не сыграть эту игру, и не было бы такое. Мы знали, что Белоруссия хорошая команда, но надо кое-что рисковать и играть с такими командами. Проблема была наша, что мы не смогли 100% подходить этой игрой в максимальной физической форме. А так тактически, технически мы были готовы. Я могу это говорить, потому что 60 минут играли, особенно первый тайм. Это была очень хорошая игра. Я доволен. Я думаю, что болельщики тоже получили удовольствие. Но когда ты не готов на 90 минут, это уже пойдет проблемы. Уже в июне наши футболисты будут в более хорошем пике, так сказать, физически, и тактически, и психологически, и по всем пунктам. И для нас выйти из группы первая задача. С максимальным сачком. И будем на это работать. Тяжело. Вот лично для меня 2 дня было очень тяжело. Но я думаю, мы футболисты должны привыкать, это футбол, бывают проигрыши и выигрыши, да. Но я вот смотрю последние 2 дня, как тренируются ребята, я думаю, в хорошем настроении тренируемся и готовимся очень серьезно. Но мы сделали вывод, и все понимают, не только тренерский штаб виноват, и футболисты на поле играют футболисты. Мы сами тоже виноваты. Не будет, потому что мы сейчас, те футболисты, которые на сборы и проходили все это вместе, их менять сейчас невозможно. А на будущее, на следующих играх, наверное, будет, потому что еще зависит от ситуации, кто в какой форме будет. Сегодня для нас, чтобы эти футболисты подготовились к завтрашней игре максимальной концентрации, максимальной удачи, максимальной отдачи. Потому что, может быть, Тимор не тот уровень, как Белоруссия, но будет очень тяжело. Очень тяжело будет, потому что мы знаем их, и последние игры смотрели, футболисты тоже смотрели, они другого стиля в футбол играют, они на контратаках строят игры, свою игру, и впереди очень интересные ребята у них. Но мы по качеству, по всему должны эту игру выиграть. Правильно, вы хорошо оценили эту ситуацию. Пропущенные голы, если мы посмотрим очень хорошо, анализируя, у нас в защите большинство игроков преимущество было. Даже 6-3, 6-4, 6-5. Это усталость, это, так сказать, сели батарейки уже с умом не подходили, потому что как будто нас много, но конкретного движения не было, конкретного принимать решения не было. Это я повторю, что я не смог подготовить футболистов на 90 минут. Последние 25 минут у нас не хватило энергии, закончился. И пошли вот это недопонимание между линиями. А то мы так не было, что нам 4-1 атаковали, или 3-2, или... Нас большинство было. Футболисты на своей позиции находились, но принимали неверные решения. В первом тайме они то же самые футболисты играли, и они вообще ничего не дали сопернику в первом тайме, если сравнить. Я могу это как-то сравнивать первый тайм и второй тайм. Если смотреть, даже как можно проиграть 5-0 после такой игры. Опять говорю, что мы не были готовы на 100% на этой игре. И за это еще раз извиняюсь. Там сборная Таджикистана – это наша команда. Мы должны стоять и когда проигрываем, и когда выигрываем, и когда погодные условия. Я еще раз прошу, как вы поддерживали.
так поддержите нас. Сейчас особенно нужна ваша поддержка. Каждый человек, который придет на игру и будет смотреть, мы благодарим сейчас, что вы придете на игру и будете за нас болеть. Ариза Мисал, то же самое. Ну, я тоже хочу призывать всех болельщиков, чтобы прийти, чтобы поддержать нас. Вот, особенно в последней игре, вот, ну, обычно на разминках, когда мы выходили, чувствовали вот эту энергию, а в той в Беларуси не было. Для нас это очень важно, чтобы пришли в такой момент, поддержали ребята, несмотря на такую погоду. И лично от себя, от своих ребят, мы дадим 100% от себя, 120%, чтобы выложим, взять эту игру. Вам удачи. Спасибо большое. Спасибо.